Шумрата да мокшын ломать. Мазярда мойнжабаня ульстьемлат, минь мартаст, лувандаме, йовкст, шабань аскст, и симпек келгез мазярда мон раман от книгане. Изе книганять и лять тифтень аскске или йовкске лувандалеськ. А сяда меле, конечно же, минь те аскснянь колга корхнями. Мезес там стеберсь, мезес там скальдявсь, кудам ксыряви улямс, мазярда касат, да даже афикасат, а мазярда нинг шабат. И вот весть мон рамань, тяфтама книгане, Виктор Драгунскень, Кунан Лемац, Денискины рассказы. Те книгане спектушен смелезенс мон жабанин. И течи мон луван те книгане оставке аскс. Ну а вывод нянь, теса стинть. Аскс азен лемац, тайное становится явным. Я услышал, как мама сказала кому-то в коридоре. Тайное всегда становится явным. И когда она вошла в комнату, я спросил, что это значит, мама, тайное становится явным? А это значит, что если кто поступает нечестно, все равно про него это узнают. И будет ему стыдно. И он понесет наказание, сказала мама. Понял? Ложись-ка спать. Я почистил зубы, лег спать, но не спал, а все время думал, как же так получается, что тайное становится явным? И я долго не спал, а когда проснулся, было утро. Папа уже был на работе, и мы с мамой были одни. Я опять почистил зубы и стал завтракать. Сначала я съел яйцо. Это еще терпимо, потому что я выел один желток, а белок раскромсал со скорлупой так, чтобы его не было видно. Но потом мама принесла целую тарелку манной каши. «Ешь», — сказала мама, — «безо всяких разговоров», — я сказал. «Видеть не могу манную кашу». Но мама закричала: «Посмотри, на кого ты стал похож! Вылитый Кощей! Ешь! Ты должен поправиться!» Я сказала: «Я ею давлюсь». Тогда мама села со мной рядом, обняла меня за плечи и ласково спросила: «Хочешь, мы пойдем с тобой в Кремль?» Ну еще бы! Я не знаю ничего красивее Кремля. Я знаю, где там оружейная палата. Я стоял возле царь-пушки и знаю, где сидел Иван Грозный. И еще там очень много интересного. Поэтому я быстро ответил маме: «Конечно, хочу в Кремль, даже очень». Тогда мама улыбнулась. «Ну вот, съешь всю кашу и пойдем. А я пока посуду вымою. Только помни, ты должен съесть все до дна». И мама ушла на кухню. А я остался с кашей наедине. Я пошлепал ее ложкой, потом посолил, попробовал. Ну, невозможно есть. Тогда я подумал, может быть, сахару не хватает. Посыпал песку, попробовал. Еще хуже стало. Я не люблю кашу, я же говорю. А она к тому же была очень густая. Если бы она была жидкая, тогда другое дело. Я бы зажмурился и выпил ее. Тут я взял и долил в кашу кипятку. Все равно было скользко, липко и противно. Главное, когда я глотаю, у меня горло само сжимается и выталкивает эту кашу обратно. Ужасно обидно. Ведь в Кремль-то хочется. И тут я вспомнил, что у нас есть хрен. С хреном, кажется, почти все можно съесть. Я взял и вылил в кашу всю баночку. А когда немножко попробовал, у меня сразу глаза на лоб полезли и остановилось дыхание. И я, наверное, потерял сознание, потому что взял тарелку, быстро подбежал к окну и выплеснул кашу на улицу. Потом сразу вернулся и сел за стол. В это время вошла мама. Она посмотрела на тарелку и обрадовалась. «Ну что за Дениска? Что за парень молодец? Съел всю кашу до дна. Ну вставай, одевайся, рабочий народ, идем на прогулку в Кремль». И она меня поцеловала. В эту же минуту дверь открылась, и в комнату вошел милиционер. Он сказал: «Здравствуйте», и подошел к окну и поглядел вниз. «А еще интеллигентный человек. Что вам нужно?»
строго спросила мама. Как не стыдно! Милиционер даже встал по стойке смирно. Государство предоставляет вам новое жилье со всеми удобствами, а вы выливаете разную гадость за окно. Ничего я не выливаю. Ах, не выливаете! Язвительно рассмеялся милиционер и, открыв дверь в коридор, крикнул: пострадавший! И к нам вошел какой-то дяденька. Я на него взглянул и сразу понял, что в Кремль я не пойду. На голове у этого дяденьки была шляпа, а на шляпе наша каша. Она лежала почти в середине шляпы, в ямочке, и немножко по краям, где лента, и немножко за воротником, и на плечах. Он, как вошел, сразу стал заикаться. Главное, я иду фотографироваться, и вдруг такая история. Каша манная, горячая, между прочим, сквозь шляпу и то жжет. Как я пошлю свое фото, когда я весь в каше? Тут мама посмотрела на меня, и глаза у нее стали зеленые, как крыжовник. А уж это верная примета, что мама ужасно рассердилась. «Извините, пожалуйста», — сказала она тихо. «Разрешите, я вас почищу? Пройдите сюда». И они все трое вышли в коридор. А когда мама вернулась, мне даже страшно было на нее взглянуть. Но я себя пересилил, подошел к ней и сказал: «Да, мама, ты вчера сказала правильно. Тайное всегда становится явным». Мама посмотрела на меня. Она смотрела долго-долго и потом спросила: «Ты это запомнил на всю жизнь?» И я ответил: «Да». Ватявтам ялгатаскс, шоабаняскскис. Кудама тинь улихть методанте, куда тинь касвнесастись шабантень. И лама лидин гошнтядыш шабантень марта, азаншнтядали, мезитявтам стеберсь, а мезитявтам кальдявсь. Кудам к сыряви улям сырявса. Фалули и ряви ошням свидя шить, али иногда и ряви кать мезеваськавнямс, азандасть. И уля да шумрат, Вася Демазанка.